В Якутии продолжается празднование Дня народного мастера. В столичном доме дружбы народов объединение керамистов презентует свои изделия. На связи моя коллега Юлия Великодная. Юля, что интересного представлено на выставке? Да, действительно, все внимание приковано к керамистам республики. Здесь представлены различные работы от современных изделий до древних. Представили работы 7 мастеров. И, конечно же, техники от современного и древнего очень сильно отличаются. Если в современном обязателен гончарный круг, чтобы линии были плавными, ровными, то в древности использовали только руки, чтобы слепить и разгладить. И важно знать историю, а информации очень мало о древних посудах. Она появляется только после раскопа, когда какие-то частицы находят, и потом мастера воссоздают, делают реконструкцию этих изделий. И сейчас нам Василий расскажет, какие последние были информации после раскопок, что какое-то открытие появилось. Здравствуйте. Раньше, когда мы работали, в основном занимались историческими раскопками, источниками, Окладникова работа, Мочанова, Федосеева. А сейчас нынче в музеях там все равно информации много. Каждый керамист, в принципе, может это делать. В последнее время из раскопков, которые раньше кулоно-татарская культура была, считали, что только на этом, Амгинском районе, то сейчас по Вилюйскому улицу тоже раскопка показали, что там тоже существовала кулоно-татарская культура. То есть там уже в 14-13 веке тоже люди изготавливали сосуды. А так наша древняя керамика относится к целласской культуре. Это где-то 5000-4000 лет тому назад уже начали делать такие сосуды. Спасибо, Василий. Но воссоздавать такие изделия древних лет начали относительно недавно, с 2014 года. И вообще посуда, как вы могли заметить, отличается по цвету. Она и ярко-оранжевая, и светлая, и бывает темная. Это все зависит от глины. Сейчас нам Варвара расскажет. У нас, кстати, в Якутии нет объединения керамистов, но керамисты надеются, что оно вскоре появится. Варвара, здравствуйте. Расскажите, почему это так важно для вас? Здравствуйте. У нас сегодня идет презентация объединения керамистов Якутии. И эта презентация нам дает возможность показать, демонстрировать достижения в области керамики именно нашей республики. И официальное получение Союза, утверждение лицензии Союза керамистов Якутии нам дает очень много возможностей поддержать талантливых мастеров, начинающих керамистов. И, конечно же, все запланировать, составить свою программу именно развития, воспитания и, конечно же, обучения, можно даже сказать, начинающих керамистов, молодежи, детей, чтобы они полюбили нашу национальную якутскую именно керамику. Спасибо, Варвара. Ну а вообще, если из древности, которые воссоздают, там особо не пофантазируешь, но все-таки авторский какой-то умысел там можно увидеть, а в современном там полет фантазии огромный, можно изобразить хоть какие орнаменты, хоть какие рисунки. Ну и ярмарка продолжается, пока это просто выставляется, но вскоре это можно будет купить все изделия. Василий, у меня такая информация. Юлия, благодарим за информацию.